Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем последствия аварии на улице Мира в Казани. Поравнялся с автобусом, тот взял резко влево, перекрыл обе полосы. Он пытался сюда уйти. Рено вылетел на встречную полосу. Расскажем о признании 36-летнего мужчины в убийстве любовницы и приговоре пьяному водителю, пытавшемуся избежать наказания. А также задержание пьяного водителя. Достаточно. У вас 0,918. И нападение 22-летней девушки с ножом на бабушку и дедушку в Челнах. Бабушка выбежала уже в крови, вся спина, она сюда уже выбежала одна. Просить помощи. Это и не только прямо сейчас. 3 автомобиля столкнулись вечером на улице Мира в казанском поселке Дербышки. Причиной всему, по словам владельцев разбитых машин, послужила скорость и автобус, который перегородил дорогу Рено. Водитель иномарки хотел избежать столкновения с общественным транспортом и пытался заехать на парковку магазина на встречной обочине, но крайне неудачно. Водитель внедорожника рассказывает, все произошло моментально. Сделать ничего не мог, на это и не было времени. Встречный Рено появился перед его капотом за доли секунды до столкновения. Он-то ехал вообще из города. Поравнялся с автобусом, тот взял резко влево, перекрыл обе полосы. Он пытался сюда уйти. Скорость, рассказывает водитель внедорожника, у него была небольшая. В противном случае повреждения были бы куда сильнее. Не быстро ехал, километров 40, наверное. А что тут, зона деформации, как не ударь, все равно. После столкновения с внедорожником Рено вылетел на парковку магазина и врезался в стоящую там Ладу Ларгус. Ее владельца ждал неприятный сюрприз. Машину он оставил буквально на несколько минут. Задержаться пришлось подольше из-за оформления ДТП. Я в магазин зашел, ухожу, смотрю. Сигнализация сработала? Нет, сигнал-то нету. Ну так, центральный просто. Водитель Рено рассказать о причинах аварии отказался. Его автомобиль после столкновения с внедорожником больше не на ходу. Дорогостоящий ремонт предстоит и китайскому автомобилю. Но у машины есть полная страховка, и ее владелец о тратах не беспокоится. Ладе досталось не сильно, небольшая вмятина на задней двери. Ущерб должна покрыть страховая компания. А всю полноту ответственности за ДТП нести, вероятно, придется водителю Рено. Свою вину мужчина признал. Столкновения с автобусом не было, и общественный транспорт просто уехал с места происшествия по своему маршруту. Иван Сарафанов, Наиль Абдулин, «Вызов 112». Водитель БМВ сел за руль без водительского удостоверения и попал в аварию. На Оренбургском тракте при въезде в Казань он столкнулся с Kia Rio. На место ДТП приехали автоинспекторы. Они и выяснили, что мужчина раньше был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Он не имел права садиться за руль, хотя в этот раз был совершенно трезв. Вину свою в столкновении с легковушкой он не признал, но автоинспекторы предварительно пришли к выводу, что авария произошла именно из-за него. Участников аварии ждет разбор происшествия в автоинспекции. Kia покинула место столкновения своим ходом. БМВ забрал эвакуатор на штрафстоянку. 36-летний мужчина подозревается в убийстве своей 47-летней любовницы. Тело женщины обнаружил в ее квартире в доме на улице Колымская ее коллега. Он обеспокоился, что женщина долго не выходит на связь, и пришел ее проверить. Подозреваемого задержали быстро. Следствие установило, что 29 января он пришел к любовнице в гости. И та стала угрожать мужчине, что расскажет об их связи его супруге. Вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина задушил знакомую и скрылся. Свою вину он признал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». К 5 годам лишения свободы в колонии поселения с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года приговорил Заинский городской суд 26-летнего мужчину. Его признали виновным в смертельной аварии. Было установлено, что 5 сентября 2019 года он управлял «Опелем Астра» в нетрезвом состоянии. На переднем сиденье находилась пассажирка, она не была пристегнута ремнем безопасности. Во время движения мужчина не справился с управлением, машина вылетела с дороги, снесла дорожный знак и врезалась
врезалась в ограду кладбища. Пассажирка «Опеля» от полученных травм скончалась на месте. Мужчина, как доказало суду обвинение, чтобы избежать ответственности, переложил ее тело на водительское сиденье и сообщил автоинспекторам, что за рулем находилась именно она. Но полицейские выяснили, кто на самом деле вел автомобиль. Свою вину мужчина не признал и от дачи показаний отказался, но суд счел его вину полностью доказанной. Приговор в законную силу пока не вступил. Благодаря бдительности очевидцев автоинспекторы задержали сильно пьяного водителя Hyundai Solaris. Сообщение о неадекватном вождении иномарки поступило в телеграм-канал ГИБДД. Автоинспекторы машину нашли и задержали. У 59-летнего водителя действительно были признаки алкогольного опьянения. Тест на употребление спиртного он прошел на месте. Непрерывно. Достаточно. Идет анализ. Допустимая норма 0,16 мг. У вас 0,918. Мужчину до этого лишили водительских прав как раз за нетрезвое вождение. Уроком ему это не стало, и теперь в отношении него было возбуждено уже уголовное дело. Статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Автоинспекция просит всех не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам 112 02 или в дежурную часть ГИБДД по номеру, указанному на экране. Сообщить о своих подозрениях можно и в Телеграм. Для этого в поисковой строке надо набрать ГИБДД и название соответствующего района республики. Неадекватный мужчина разбил стекло в одной из пекарен на улице Ленинградская в Казани. Как рассказала управляющая заведением, сотрудники общепита тут же нажали на тревожную кнопку. Буйного посетителя задержали приехавшие на место сотрудники группы быстрого реагирования охранного предприятия. В дальнейшем его передали в руки полиции. Они и будут выяснять причины конфликта. 22-летняя девушка напала с ножом на родных бабушку с дедушкой в Набережных Челнах. Спастись они смогли благодаря соседям. Женщина смогла выскочить на лестничную клетку и попросить о помощи. Раненых супругов экстренно госпитализировали. Нападавшая убежала, выпрыгнув из окна, но была задержана. Отец девушки согласился на интервью только на условиях полной анонимности. Говорит, все произошедшее для него шок. Рассказывает, дочь была доброй, веселой девочкой. Она занималась музыкой, прекрасно рисовала. Но со временем становилась замкнутой, перестала общаться с друзьями, могла постоянно быть одна. Мужчина считает, что свою роль в этом сыграл и интернет. Планшет он подарил ей сам. Она действительно очень спокойная. Единственное, что вот последние годы она совсем замкнулась, ушла в себя, поговаривала даже о суициде иногда. Мы боялись, действительно, что не случилось. Во время этих депрессивных ее состояний она могла лежать сутками дома. При этом девушка прекрасно ладила с бабушкой. Каждый раз после ее посещения она была веселой, отмечает отец. Думали, так будет и в этот раз. Что произошло, сейчас ломают голову и ее родители, и полицейские. В гостях девушка схватилась за нож. Сильнее всего досталось бабушке, но она смогла выбежать на лестничную клетку и постучаться к соседям. Они стучались к нам, но у нас дома не было. Была у нас бабушка, но она в возрасте, она не открыла. То есть помогите, слышали звук? То есть как говорили, и все. Потом они, видимо, ушли ниже этажом. Вся в крови, вышла сама. А дедушка остался в квартире. А бабушка выбежала уже в крови, вся спина, она сюда уже выбежала одна. Просить помощи, чтобы кто-то хоть помог. Там она кричала, что якобы дедушку убивают. Соседи отзываются по пожилой паре и о внучке только положительно. Случившееся повергло и их в шок. Дома у них никогда ни криков, ничего не было. Это вообще удивительно. Никто не поверит даже, что в этой квартире что-то может произойти. Дедушка вообще спокойный. Я даже не поверил, когда мама кто-то стучит и говорит, ты не открывай, ей 85 лет. Я думал, кто-то сверху соседей. Раненых пенсионеров госпитализировали, женщины экстренно прооперировали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Мужчина находится в травматологическом отделении. Сама девушка убежала, спрыгнув из окна 2-го этажа. Сейчас она задержана, а стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего. Радик Фархулин, Эльмира Гайнуддинова и Кирилл Хабзей. Вызов 112.
И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.